Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, і нарэшце далучыўся да нас пасля працяглай паўзы, але тым не менш вядомы украінскі блогер Александр Рыкаў, больш вядомы як Балаганаў. Прывітанне, Александр. Добрый день, Зміцер, добрый день всем хорошим людям, здравствуйте. Я адразу хочу шчыра прызнацца. Вот сказали ж люди вельмі сур'ёзныя про тое, что Балаганаў сумесна с Кацам і Лемонт были самыми галоўнымі папулярызатарамі выбораў у координацыйную раду. Ну вот я вот таким эфиром спрабую прымазацца до славы Александра, как бы вот хоть так спрычыніцца да ўсяго гэтага працэсу. Але Александр, калі пачыналіся выборы, па-першае, ці былі у вас ну как бы такие, может быть, ваганні, роздумы браць удзел, асвятляць гэтую кампанію, ладзіць дэбаты, ці не ўвязвацца ў гэта ўсё, і ці чакалі вы такой рэакцыі на гэты свой такі удзел у выбарчай кампаніі, у асвятленні яго? Не, ну понятно, я, как и все нормальные люди, думал, хорошо это или плохо. Я ж со всеми разными белорусами общаюсь, и у каждого своя точка зрения, она может быть противоположной. Кто-то говорил, что у этого органа нет будущего, потому что у него никаких функций, полномочий, они совершенно непонятны. И на примере там второго созыва все обычно говорили, что это все фейк, и вообще про это надо забыть. Кто-то говорил наоборот, что это какой-то шанс, надо хоть какое-то движение, потому что и так повестка умирает, надо как-то шевелиться. И вот я так балансировал 50 на 50, просто со всеми общался. И когда я увидел выступление Луки, я не помню, где-то он там выступал, и когда он сказал, что мы всех, кто пойдет в координационный совет, догоним, ваши родственники будут отвечать, ваши семьи, мы у вас все отберем. Я у него увидел, раз он выступал, наверное, это ВНС, поправьте, если я не прав. Ну да. Я у него в этих словах увидел столько психов, столько нервов и понял, ну если это настолько злит диктатора, что он публично перед своей свитой выступает и говорит, что вот это самое плохое, что я сейчас на сегодняшний день вижу в белорусской оппозиции, и их надо всех уничтожить. Я тогда для себя сделал вывод, ну, тогда надо точно, по крайней мере, вокруг этого процесса помогать людям, тем белорусам, по крайней мере, кто считает, что это надо. Вот. И когда я увидел, что 12 партий, все идут, и спасибо белорусам, что пришли ко мне на дебаты, и пусть меня просят тех, с кем я не смог дебаты устроить. Вот. Я сам, в принципе, звонил тем, кому я знаю, приглашал, они соглашались. Вот сейчас, наверное, уже можно говорить. 2 спикера не нашли возможности прийти на дебаты. Это Макс не пришел. Вот, он сказал, что он подумает, и Егоров сказал, что он знает, что он подумает. Но уже когда Макс выборы маецца прошли, на увазе уже... Шабуцкі. Да, вот. Когда уже выборы прошли, я могу озвучить это каждого. Ну, каждый для себя принимал решение. Все остальные, в принципе, пришли, и одни дебаты у нас состоялись с Усовым и Кныровичем, потому что они сами между собой, скажем, друг другу бросили перчатку и пришли пообщались. А всех остальных я сам написал и сам попросил прийти. Спасибо, что пришли. А там уже белорусам судить, кто прав, кто не прав. Але некалькі момантаў. Па-першае, ўсё ж таки не ўсе спісы былі ў тебе прадстаўленыя, і не толькі з-за таго, што хтосьці як Шабуцкі, ну как бы так доўга думаў ісці ці не ісці, што ўжо і выбары закончыліся, але некаторых ты не запрашаў, маўляў, ну то ты-то чалавек свабодны. Хочу запрашаю, хочу не запрашаю. Это вот я как журналист мушу как бы дать роўную магчымасць усім і запрашаць усіх. А як вот ты выбирал, кого абысці увагай? Ну, тех, кого я знаю, мне потому что есть со всеми нормальный личный контакт. Кого-то я могу в взглядах поддерживать, кого-то не поддерживать, но я просто с людьми по-человечески общаюсь. Он так думает, что мне его за это врагом для себя объявлять. Вот. А были те спикеры, я не хочу вот здесь как раз точно я по имени называть не буду, которые мне сами писали, пригласите, давайте с кем-то устроим, устроим дебаты. С некоторыми люди просто не хотели идти, вот. Некоторых люди абсолютно вообще не знали. Если вы посмотрите дебаты, как они развивались, то я условно говорю,
то мой любой стрим, где я веду сам, просто на белорусскую тему, прямой эфир, его смотрит 25-30 тысяч. Те дебаты, что я делал первые, даже с публичными лицами, они не вызывали абсолютно интереса, их начинало смотреть 10 тысяч, 15, это уже последний, там, Прокопьев и Латушка посмотрело больше 30 тысяч. А так я видел, что людям просто эта тема была как бы неинтересна, и мы плавно к ней подходили раз в 3 дня, вот. И если туда позвать людей, которых вообще никто не знает, ну, никому не будет интересно, так вот скажу. И я не мог подобрать спикеров, потому что одни хотели, кто-то только с Латушко, кто-то только с Прокопьевым. Те говорят, у нас уже дебаты у тебя назначены, мы вот 20-го встретимся, у нас свои графики, ну и все. То есть те цели, что выбирали, люди отказывались, скажем, с малоизвестными людьми и общаться, прийти там что-то перемывать косточки кому-то. Ну и все. Вот так оно и произошло. Всего у меня 7 или 8 дебатов было. Ну и у вас же много дебатов было. И на Белсате было, наверное, дебаты были. В последний день я точно помню были. Слухай, ну до гэтага мы яшчэ дойдзем. Глядзі, все ж таки як мінімум 2 чалавека вельмі, ну так, дастаткова вядомыя, але яны ў цябе так і не з'явіліся. Прычым один чалавек, па яго словах, вельмі нават сам прасіўся, напрошваўся да цябе на эфир. Той же самы Азаров. Ну і вядомы чалавек, да. Потым, конечно, прогучали словы про тое, что неизвестно, на кого этот Балаганов работает. Дарэчы, на кого работаешь, Балаганов? Признавайся. Не, когда Александр Азаров это произнес, я выкладывал эту нарезку, я хотел вообще, я уже у себя в стриме людям говорил, до сих пор так и не проверил, хотел найти, какая же спецслужба там, например, в Австралии, потому что я уже был КГБ, ФСБ, СБУ, ГУР, Моссад был, ЦРУшник был, Ми-6 был, вот, и надо же было какие-то новые тайны открывать, и люди, чтобы узнали, кто это, да, и самому интересно, ну, так и не посмотрел. Вот. Да ничего, люди почему-то в Белоруссии, вот сейчас прямо Азаров задал тренд, у меня в каждом видео комментарии идут рассуждения от новых аккаунтов, которые только в Ютубе созданы, на кого же он работает. И там постоянно, я вчера даже у себя принтскрины выкладывал, идут перечисления, обсуждается моя интонация, моя мимика, как я себя веду, что это спецслужбы, ну... Теории заговора были интересны. Я даже сегодня хотел у себя в Телеграме сделать так, чтобы людям было веселее. Опрос на этом направлении, что выберите на кого. Мне просто интересно, в какую сторону дальше надо акценты делать, чтобы все это балансировало, выровнять. Потому что точно так же я почему-то сегодня в 6 утра проснулся и хотел сделать на день в Телеграм-канале белорусам такой, ну, скажем, веселое занятие, это сделать пост, где написать, согласно там Мартыновой Татьяне, Азарову, я уничтожаю протест, уничтожаю Светлану Тихановскую, согласно другим там представителям оппозиции, я, наоборот, работаю на Светлану Тихановскую. И вот я хотел только 2 этих пункта оставить и посмотреть баланс, в какую сторону у меня переклинивает, почему так думают люди. И вот, значит, поработать над повесткой так, чтобы у всех было счастье, чтобы все было 50/50. Вот. Но это у меня такие, скажем, свои... Почему-то я люблю улыбаться и шутить, и вот это у меня такого рода шутки. Я так еще и не сделал, не успел. Дарэчы, мы калі выставілі анонс гэтага эфира у телеграм-канале нашем, вот телеграм-канале прышлі там шэраг пытанняў. Одно я хочу зачытаць, просто ўжо зараз закранули гэтую тэму і узгадали Светлану Тихановскую. Пытанне ідзе. Балаганов обвиняет, я читаю на мове оригинала. Балаганов обвиняет Тихановскую в том, что она медийно не поддержала выборы. Возможно, не поддержала, потому что заранее знала результат. Пускай Саша это прокомментирует, пожалуйста, если он вообще готов отвечать на острые вопросы. Но чамусьці лічыць, что это вельмі острое пытанне, но тым не меньше. Я не понимаю, в чем здесь острота. Я вчера у себя в стриме выложил, после этого начали выкладывать... Ну, я сказал, что она не поддержала. Мне начали доказывать, что она поддержала, потому что в ее телеграм-канале там раз в неделю или за 2 дня до выборов было несколько постов, что вот выборы в Координационный совет. Но, наверное, люди не понимают, что такое поддержала, что такое сделано просто для галочки. Вот. Иногда же у нее в телеграм-канале пишет:
не я, Светлана Тихановская, а наша лидерка Светлана Тихановская, то есть вообще ведет администратор, и Светлана Тихановская, я уверен, может, иногда и посты не читает, но, может, она, конечно, согласовывает. А я имел в виду, что когда идет нормальная политика, люди выступают публично, записывают медиа, выходят в эфир и говорят: дорогие белорусы, у нас происходит то-то и то-то. Я считаю, на сегодняшний день это правильно, актуально. Там, примите участие или не примите, потому что это там, как вот писали позавчера в нашей Ниве, это заговор против меня. Вот это публичная позиция. Вот. А телеграм-посты на такое количество подписчиков, это не поддержка, потому что у многих медиаресурсов телеграм-каналы в 10 раз больше. Ну вот и все. Я просто прокомментировал, что я вижу. Для меня же было удивительным, когда я услышал от Латушки там в эфире Белсата, что обозначьте позицию, поддержите. Вот. Но если люди некоторые считают, что 3 поста в телеграм-канале или 4 там это мега сильная поддержка, ну, я вам могу сказать, Дмитрий, что мнения точно так же разделились. Как меня вчера критиковали, что я сказал неправду, она усиленно поддерживала, так я сегодня получил кучу сообщений. А зачем ей было поддерживать? Ты же взрослый человек, понимаешь, что это заговор против нее, поэтому она в медиа не выходила, и с точностью да наоборот. Ну, получается, иногда опасно говорить свое мнение, легче спрашивать белорусов и делать интервью, потому что если ты озвучишь свои мысли, у тебя сразу куча желающих рассказать, какой ты плохой и кто тебя купил. Потому что я говорю, каждый день меня покупает Змицер Лукашук, Латушка, Прокопьев, Светлана Тихановская. Ну, любую фамилию, что вы не назовете. А, сейчас последние 2 дня, оказывается, меня спонсирует полностью Павел Либер. Вот, поэтому, ну, вот так вот. Богатая белорусская позиция тратить деньги не на протест, а на покупку украинского блогера. Не, ну слухай, калі багатая беларуская апозіцыя можа сабе дазволіць не просто баннеры рэкламныя дзе-нибудь там в Кракаве ці яшчэ дзе, але нават відэарэкламу у Нью-Йорку на Таймс-сквер, то чаму не? Ну можна і Балаганова купіць. Ну, это ж одна группа только в этом была замечена, а меня ж покупают все, поэтому... Не, на самом деле удивляет реакция людей, почему все считают, что кто-то должен был с кем-то быть связан, и кто-то под кем-то должен работать, почему они не верят, что у человека может быть свое мнение. Можно быть абсолютно независимым, потому что мне, в отличие от белорусов, точно это делать проще всего. Я никому ничего не должен, никому ничего не обязан, у меня все есть. И для меня это просто... Я же говорил, как социальная нагрузка. И даже если мои друзья до сих пор бесятся, зачем оно тебе это надо, никто ну, не может этого понять, я как вчера в стриме, так и своим друзьям сказал, если мы помогаем воерам, это уже огромный плюс. Если есть аудитория, которая помогает добровольцам, это тоже огромный плюс. Ну и все. Я просто узгадаю яшчэ да. А дальше будем помогать всем любителям теории заговора, плоской земли, развивать свою фантазию, строить еще больше елочек. Я так понимаю, что белорусы без этого не могут просто жить. Им постоянно надо придумывать новые версии. Я думаю, что сейчас я отойду от всех интервью и буду всем помогать строить 2 миллиарда версий теории заговора, если им так проще жить. Вот мы до гэтага яшчэ вернемся, тому что я так разумею, что апошняе як мінімум учора дзень, а і сёння таксама табе там столькі нават відэаверсій закінулі усяго, што можа быць. Мы до гэтага вернемся, але яшчэ да аднаго спікера, які да цябе так і не патрапіў. Но ну ты ж у нее любімец, і вот що ж таки, як ты мог не запрасіць Мартынову? Ну Не, ну тут же ну, как бы все понятно, потому что я, например, несмотря на то, что она на меня записывала регулярно, я ж не реагировал, я только через год выложил это видео, где она, я считаю, ну, по-человечески перешла какие-то грани. И то, несмотря ни на что, мы встретились на конференции полка Калиновского, я протянул руку, сказал Саша, она говорит, Таня. Вот, и через неделю опять на меня такой словесный... Ну, в общем,
выражение. Ну и все, и как я могу пригласить? Я при этом за ее предвыборную программу на нее ничего кривого не сказал. Я сказал, что у нее есть разумные вещи, которые я называю снять пелену с глаз там, или какие-то розовые очки у людей. Ну, знаете, есть в жизни, мы уже в таком возрасте, и у каждого из нас такой жизненный опыт есть. Есть люди, с кем тебе комфортно, есть люди, с кем тебе некомфортно. И я ж не в начале жизненного пути, что мне надо бросаться всем на шею и говорить, я буду с тобой дружить, потому что ты там или известный, или неизвестный. Я уже, тем более за 4 года в белорусской повестке, я полгода назад говорил, я уже предпочитаю общаться с тем, с кем мне комфортно по-человечески. С кем мне некомфортно, их там во всей белорусской позиции может 2-3 человека на всю вообще Беларусь, с кем бы я не хотел общаться, не считая там каких-то пропагандистов или, ну, Лукашенко. А так, я абсолютно со всеми общаюсь, притом с разными сторонами и с разными взглядами, как надо свергнуть Лукашенко. Слухай, ну вот глядзі, я асабіста ну і ў еўрарадыё ну не мелі наўпроставага дачынення да гэтай справы, але хаця б вот таму что мы цябе падтрымалі ў тваім пачынанні, нават на гэтым узроўні мне было ну неяк дзіўна і крыўдна чуць про тое, что да не маглі тыя беларусы сабраць столько денег за такое время кароткае. А вот як табе было это ўсё пачуць? Я маю на увазе про збор на 100 дронаў, які вот таксама быў пастаўлены под сумнеў. Якая была твоя реакция на это? Ну, сначала я, конечно, улыбался. Для меня из всего спича, там, где меня хаяли, вот это было самое такое удивительное, когда можно идти на выборы и при этом записывать видео, где ты рассказываешь, что я не верю в своих собственных белорусов, что они могут концентрироваться. Тем более версии, что это помог КГБ, или там я сам потратил 45 тысяч долларов, чтобы эти дроны купить. Ну и вот, наверное, уже белорусам можно открыть страшную тайну, чтобы Татьяна Мартынова радовалась, и все ее теории заговора превратились в жизнь. Вот. Ну и всем другим хейтерам сейчас сделаю огромный подарок. Сейчас все они заспамят. Хочу вам про эти дроны рассказать. Буквально, я думаю, 20 минут назад они приехали все в полк Калиновского. Я, к сожалению, не смог попасть, потому что обещал к вам на эфир. Но я вам, Змицер, лично обещаю, что только закончится эфир, я поеду в полк, и мы вместе с воярами запишем всем белорусам благодарность за то, что они есть, за то, что они в нужный момент могут собраться. Для меня это будет самый счастливый момент этих 1,5 месяцев с того начала, когда я увидел, что мы это сделали, и заканчивая сегодня, что я посмотрю в глаза воярам полка Калиновского, скажу спасибо, что вы есть, и это вам от всех белорусов. Сапраўды, вось гэта вельмі важная навіна. Мы с Александром перад пачаткам эфира абмяркоўвалі, что безумоўна закранем гэта, там тым больш что пэўная затрымка там ці то с вырабам, ці то с адгрузкай была гэтых дронаў, але ўсё ж таки справа зробленая, дроны у палку, і справаздача ў хуткім часе, я так разумею, будзе на канале у Александра. Смотрите, я в 2 словах просто расскажу. Процедура была следующая. Сначала ребята определялись производителями, потому что исходя из тех потребностей, которые есть на фронте. Давал я производителей, какие у меня там знакомые есть. У них были несколько. Они там меняли характеристики, какие-то спецификации. Я сначала был как передатчик между заводом и ими. Потом я сказал, ребята, я в этом все равно ничего не понимаю. Но вы воины, ну, общайтесь с инженерами напрямую. Они выбрали себе производителя, который сделает под их нужды, не вот эти штампованные, которые идут на конвейере, который может долететь, там, не знаю, каждый 4-й или 2 из 4, там, частоты надо менять. Ну, у них главная задача там перейти было на какие-то частоты и какой-то блок еще поменять. Вот, для них они определились с заводом, я лично встретился с руководителем этого завода, определились с датой, что они как раз
мы встречались, а за день до этого они отгрузили 100 дронов для какого-то нашего украинского большого волонтерского фонда, и говорит, это вчера был кошмар, и телевидение, и целый день съемки, и такие показательные выступления, и, в общем, не знаю, целое кино снимали за эти 100 дронов. Я белорусам сразу говорю, у меня не будет никаких фильмов, я приеду с телефона, вам все сниму, покажу. Вот. Ну, в общем, до 15 мая, на мой день рождения, они должны были это сделать. Они свое слово сдержали, сделали, но так как мы сказали, что это будет все официально, и это достаточно дорогая покупка, и все будет на балансе полка Калиновского, это значит на части, которая она приписана, возникли вопросы с договорами, это ж не просто там военная часть. Кто волонтерил, знает, что даже с военной части в машину на баланс поставить, иногда по документам эта процедура очень сильно затягивается. Это ГУР. Вот. И они там 4 раза переделывали бумаги, потому что это там все секретное, не секретное. И вот, слава богу, позавчера 4-й вариант какого-то контракта они подписали, и слава богу. Потому что этот контракт нужен заводу, потому что там инженеры работают, это все официально. Люди хотят для этих инженеров показать, что, ну, руководство завода, что они занимаются делом и помогают фронту. Ну, тут наши украинские уже нюансы в связи с мобилизацией. Вот. Но слава богу, что 15 минут назад, считайте, все едет, все загружено, и все, вот, наверное, может, уже и выгрузилось в полку Калиновского. Через час я вам все покажу в телеграм-канале. Да, я так думаю, что мы там хвілінаў 20 яшчэ я затрымаю Александра і потым адправім яго здымаць на телефон гэтыя дроны і хлопцаў з палка. Александр, я хотел бы, может быть, там гэтую тэму не завершыць, каб, але твоё меркаванне яшчэ ўсё ж таки ты як чалавек, які меў магчымасць назіраць за выбарамі свабодныя не один год ва ўкраіне і зараз магчымасць параўнаць з тым, что спрабавалі зрабіць беларускія дэмакратычныя сілы. Якія у тебе ўражанні былі, якія параўнанні? То есть вот, ну вот чисто вот я гляжу сбоку, вот оно проходит так ва ўкраіне, вот так вот яны рабілі, і вот якія у тебе были ўражанні? Ну, если не брать процедуру голосования, что она уникальная, что не все не могут принять участие, плюс, понятно, тот уровень репрессий и страхов, что делает власти, как она это раздувала, а именно саму предвыборную гонку, ну, это такой зародыш каких-то демократических выборов. Потому что у нас чем было дальше, тем уже шло оно грязнее, война компроматов, черный пиар, подставы. То есть, ну, настоящие битвы идут, и медиа у тебя все гудит этим. То есть, страна живет выборами, пытается разобраться, кто прав, кто не виноват. Плюс ищут каждого нижнее белье, что он обещал в прошлый раз. На каждого аналитические записки выкатывают. Ну, нормальная битва, плюс там, грубо говоря, во время выборов, там, если есть еженедельная передача «Свобода слова», собираются все лидеры, и у них словесно идет рукопашная. Ну, за этим интересно смотреть. Вот. У вас это была лайт-версия, никто никого не хочет обидеть, все, в принципе, друзья. Вот, все за мир, поэтому оно немножко выглядело в этом плане скучно. Но, с другой стороны, ну, а по-другому как? По-другому никак пока, наверное, у вас. Ну, в любом случае, это начало какого-то пути. Если он будет продолжаться, то им вообще надо делать выборы раз в полгода, отчитываться перед белорусами, перезагружаться и дальше идти. Это я условно говорю. Потому что 2 года... Это очень много, мне кажется, на сегодняшнее время, когда оно бежит очень быстро и все меняется очень быстро. А с другой стороны, ты вроде как за короткий срок и ничего не успеешь сделать, ты только пока со всеми разнакомишься, пока, может, с каким-то евродепутатом подружишься, а тут у тебя новые выборы. Ну, это белорусам решать, это я просто так. Не, ну я ж тебе и попросил просто вот сбоку ўражання. Слухай, калі вот это здарылася ситуация с рассылкой праз чат-бот перамоги, и ты вышел в эфир, у меня было такое адчуванне, что вот ты вышел в эфир, но слоў-то тебе не хапае.
дакладней тых слоў много, якія хацелася б сказаць, но ўсе они не эфирныя. А что тебе так абурыла? Вот ты можешь вот сказать свае человека уражанні звонку? Не, ну, когда я был, наверное, уже... Я же такой человек, что я отхожу через 1 минуту, если я даже сильно разозлился. Вот. А эфир у меня был на следующий день. У меня эмоции были в Телеграме в первый же вечер, когда произошло, когда у меня бот начали забивать с вопросами, что такое происходит, с паникой какой-то. Вот. Я понимал, что на меня очень сильно обидятся. Я не знал, как отреагируют белорусские политики, белорусское общество, но в первую очередь все равно и вы, и мы общаемся напрямую с людьми, и для меня люди будут всегда дороже, чем белорусская политика, грубо говоря, потому что политики приходят и уходят, а твои люди, живые друзья, они остаются. И я тогда написал гневный пост, зная, что на меня очень сильно обидится, понятно, Александр Азаров, я там для него враг стану, но мне было абсолютно все равно, я считал, что это действие было крайне неправильно. А уже в обед я сказал, что до меня дошло, что кроме безопасности, и это неправильно, это вообще убитый инструмент. Хоть сейчас доказывают, что он не убит, но, судя по реакции людей, я думаю, что он убит. И самое печальное, что доверие, это ж точно так же, я думаю, повлияло и на выборы с точки зрения доверия. А вдруг потом это также аукнется, потому что все эти разговоры, что кто зарегистрировался в 2021 году, и он не умеет почистить, он сам виноват, это на людей влияет. Влияет, что они не доверяют. А для Беларуси сейчас и для их политиков, мне кажется, когда у всех накопленная усталость длиной 4 года, самое сложное – это удержать уровень доверия или хотя бы его попытаться на 0,1 поднять. Это очень сложно. И когда такие вещи происходят, ты понимаешь, что глобально это очень сильно вредит. Вот так скажу, чтобы дальше не говорить нехороших слов. Нет уж, я уже кручу тебе з усіх бакоў, чтоб ты вот як памятаю, ты там эмоцыі не стрымаў, разозліўся вельмі моцна, каб ты тут повторил такое вот. Не, я же сейчас нахожусь в хорошем, очень душевном состоянии, что у меня камень с плеч, что эти дроны наконец-то от белорусов попадут к белорусам. Все, вы меня уже не разозлите, я очень добрый. Слухай, я, можа быць, крыху на іншую тэму зараз пераскочу. У адным са сваіх стрымаў апошніх ты, калі, здаецца, калі вот разважаў наконт таго, што вот падтрымала, не падтрымала Ціхановская, трэба, не трэба, ты, паміж іншага, сказаў пра тое, што у цябе была прызначаная уже фактычна сустрэча з Ціхановскай, ты мусіў на яе паехаць, але не здолеў, ну не атрымалася, не выпусцілі цябе з Украіны, там ці не атрымалася па справах, неважна. Сапраўды гэта вот усё было ўжо, так бы мовіць, на мазі, і ці вернешся ты яшчэ да этой тэмы? Нет, ну у меня же было официальное подтверждение от офиса Тихановской, что мы подумали над вашей идеей поговорить о жизни, вот, мы готовы там, приезжайте весной. Ну, я бы мог, если бы у меня была там определенная партия военных дронов, как в прошлый раз я выехал бы их забрал, вот, ну, у меня не получилось, а дальше я даже и не пробовал, и не занимался. У нас в стране война, и меня бы точно не поняли, почему. Вот если бы я поехал и совместил это с делом для армии нашей страны, тогда я бы себя психологически, морально чувствовал хорошо. А если поехать просто на интервью, даже если учесть, что это лидер протестного движения 2020 года, и мне самому по-человечески на самом деле интересно поговорить не про политику, кто, что, кем руководит, а именно жизненный путь, какие проблемы, бытовые, не бытовые. Вот. У меня же было условие легкое вино и пиво, чтобы разговор был человеческий. Говорю, даже не надо камеры, я на телефон, как обычный человек, буду записывать. Вот. На удивление, спустя 4 года мне сказали «да». Но тут не смог уже и я. После того, как мне сказали «да». Ну, нічога, я думаю, что ўсё атрымаецца. Я вярнуся до сённяшняга дня, до такого послевыборного
я не ведаю, як тут правильно сказать, послевкусие такого паслявыбарнага. Я так разумею, что табе до гэтага часу ідуць пытанні, папрокі, хейт, і что самое цікавае, что учора я глядзеў твоё кароткае відэа, что сёння ідзе працяг, ты вымушаны заступацца, бараніць Павла Лібера, якого ты уже узгадаў. Что не так? Чаму на тебе наезжаюць і чаму табе даводіцца зараз вот нешта там тлумачыць і пра фірмы, і пра Viber, і пра ўсё астатняе? Раскажы больш падрабязна, что там такое? Да, абсолютно нормальная дискуссия с подписчиками твоего телеграм-канала. Я позавчера задал вопросы, что вы хотите узнать и на что ответить. Получил кучу претензий к себе, вот, включая Либера и всех на свете. И постепенно начал записывать видео, отвечать, как эту или иную ситуацию вижу я. Вот. И ну, так устроены люди, что если ты говоришь, что я думаю по-другому, то на тебя набрасываются с утроенной силой и пытаются доказать обратное. Вот. Я на какие-то вопросы, которые заданы в корректной форме и нормальной, отвечаю дальше, что я думаю по этому поводу. Там, где, условно говоря, ну как мягко сказать, ругаются, я просто игнорирую, да и все. Кто хочет общаться, тот тут будет общаться. Кто будет с пеной у рта что-то там кричать, пытаться доказывать, ну... Я сегодня разместил в ответ Павла Либера, который от меня просили узнать, и уже был виноват только потому, что, оказывается, если он мне ответил на их вопрос, который они задали, оказывается, я его выгораживаю. Я говорю, до вас уже не достучаться. Вы просили, я ему передал, вернул вам официальный ответ, и опять я виноват, что я выполнил вашу просьбу. Ну и все. После такого, когда пишут, мне с этими людьми уже неинтересно, потому что, ну... Их не интересует вопрос-ответ, их интересует налить гадостей и побольше. Среди них просто, понимаете, кого я знаю публично, и этот человек не прячется за ширмой какого-то никнейма, ну, у него такое мнение. Я могу с ним 10 тысяч раз не соглашаться, но это Беларусь, я могу с ним в культурной форме спорить. А те люди, которые прячутся за никнеймами и наливают гадостей, я с ними предпочитаю не спорить, не пересекаться, потому что я прекрасно понимаю, что это могут быть КГБисты, специалисты, там, как они у вас, губопики, шмобики, все на свете. Вот, поэтому есть люди, которые публичные, они белорусы, да, у них может быть мнение радикальное, не радикальное, отличаться от всех. С ними я в дискуссии вступать могу. Вот. А с неизвестными людьми, которые прячутся, я не буду. Вот ты вот узгадаў гэты адказ Лібера, ты даў яго на фоне відэо запісаны на твой адрес Асінтам Феніксам, ну альбо там вот як там правильно назвать, але вірусам, але тым не менш, вот наколькі я ведаю, вірус пастаянна піша звароты да цябе, там узгадываючы там і Лібера там і ўсіх астатніх. Ды вот калі браць нават таго ж самага Лібера і вот гэтыя звароты да цябе, ты змог зразумець, а вот ён што хоча, каб ты зрабіў з гэтай нагоды? Я не ведаю, там Лібера ўзяў за грудкі там ці што, вот навошта табе вот гэта ўсё прад'яўляць? Я вас, может быть, удивлю, мы с ним даже общаемся с Виталием, я же говорю, я общаюсь абсолютно со всеми. Вот. Просто здесь, когда я сказал, ну это уже... Я считаю, немножко по-другому все устроено, и, ну, уже, как объяснить, Либер уже предъявили по этой программе, разместили везде ссылки, что эта компания очень плохая. И просто разместили ссылки. Я ничего не сделал, я просто перешел по этим ссылкам и внутри прочитал каждую строчку. И выпустил видео с теми же ссылками, что мне дали. Но в ответ мне говорят, мы тебе дали документы, отдали ссылки, а ты не предоставил документы, а я предоставил принтскрины экрана, по которым я перешел, и их же ссылки прочитал. И мне говорят, ты опять виноват. Ну, тут
Я считаю, вопрос тупиковый, до него не достучаться, каждый останется со своим мнением, а то, что мне предъявляли, что я не задал Павлу Либеру вопрос про Вайбер, потому что он ко мне ходит 4 года, я его пиарю. Вот, Павел Либер сам удивился, потому что мы с ним только 2 недели назад впервые в жизни увиделись и познакомились. Я о его существовании слышал, но никогда даже не разговаривал, не видел и не общался. И интервью ни одного не видел. Я с ним знакомился 2 недели назад в прямом эфире. Вот, поэтому это как, в принципе, когда надо, мне говорят, что у тебя Франок Вечерки в эфире, ты его пиаришь без перерыва. Я говорю, вы хотя бы ко мне на YouTube-канал зайдите, прежде чем такое писать. У меня Франок был за 4 года 1 раз. Но зато я его регулярно печатаю. Ты пиаришь Ковалевского. Ковалевский у меня был ровно 4 года назад 1 раз. Ну, людям хочется. И я понял, что это их стимулирует жить, им интересно, потому что вчера после моего выпуска я получил свой адрес 12 видео, как с пулемета. Если это стимулирует людей жить, я, наверное, им буду помогать. Я думаю, в ближайшие недели я еще что-нибудь запишу. На кого-то наеду, кого-то оправдаю. И то все по-честному. То, что я думаю, то, что я раньше не говорил. И дальше пусть веселятся. А ты нервы попаленные, где новые возьмешь? А у меня, наверное, так устроен организм, что я совершенно спокоен. Добра, давай завершым на выборы. Дарэчы, я так разумею, і ты анансаваў гэта, што ў тебе буквально днямі будзе у эфіры у тваім стрыме былая уже атрымліваецца старшыня выбарчай камісіі по выборах у карнацыйную раду Алена Прыходько. Будешь, ці я помыляюся, ці так будешь я могу закрывать? Добавить расписание, раз вы мне даете рекламироваться. У меня сегодня будет Елена Приходько, завтра у меня будет Дмитрий Щегельский. Мы поменяли там в связи с переездами спикеров. Вот. А в пятницу у меня будет СТАСС, Белорусский расследовательский центр. У них вышло новое расследование про белорусский паспорт и кто его печатает. И вот мы в пятницу... Этого я еще никому не говорил. Говорю у вас впервые. Мы с ним час назад разговаривали по этому расследованию. Он будет у меня в прямом эфире в пятницу. Вот так. А як ты, дарэчы, станешься? Вот я так разумею, ты поглядзеў, почитаў это расследование наконт фирмы, которая будет, ну, как бы планавалася, что можно надрукаваць паспорт новой Беларусі. Як ты сам успрымаешь гэтую ситуацию? Я зараз пытаюся не блогера, а бизнесмена Балаганова. Вот ты с пункту гледжання бизнесмена, вот як читал эту информацию? Не, как бизнесмена я понимал, что таких производств достаточно мало. Если не владеть информацией внутри, кто там условно учредители, как ребята накопали, то, может быть, ты там и не поймешь, с кем ты работаешь. У тебя есть предприятие, которое в Литве печатает паспорта для государства Литвы. Ну, зачем тебе ехать, условно говоря, в Вашингтон и печатать паспорта? Но после той информации, что накопали ребята, что за ними стоит кошелек Лукашенко, то, конечно, ситуация диаметрально противоположно меняется. И они же... По-моему, в начале эфира это говорят не с точки зрения претензий, а с точки зрения, что этот выбор может принести опасность для Белоруссии. Пока не поздно, нет контрактов и нет ничего, надо срочно поменять все. Ну, молодцы. Молодцы, что я вот таких расследователей, настоящих журналистов, которые копают до мелочей, вот, и могут эту информацию подать, никого не оскорбляя, а донести свои аргументы, факты, я очень уважаю. І я таксама згодны, что такие расследаванні патрэбны, але калі вот ты як заказчик, умоўно кажучы, шукаеш, дзе табе ну нешкую справу зрабіць, і вот побач ёсць фірма, і ты ведаеш, что гэта фірма там супрацоўнічае там с мясцовымі структурамі, ты ідзеш і замаўляеш, а не робіш расследаванне, дзе она можа быць там з кім звязаная. Я гэта допускаю, але як только это расследаванне з'явілася, адразу пошли комментары по поводу ну все понятно, Ковалевский-то, як звычайно, там финансирует режим таким образом, там коллаборация с режимом, агентура, маргинез и так далее.
Не, но это ж только первая часть, что будут на них набрасывать, что они пытались продать данные режиму. Вот, хотя все прекрасно давно понимают, у режима есть все данные всех паспортов, всех белорусов, и про каждого вся подноготная, включая тех всех, кто выехали. Они про всех и так все знают, что им даст этот новый паспорт, непонятно, а все, кто выехал, для них и так уже автоматически с галочкой «враг Беларуси». Ну, это же понятно. Вот. Ну, первая часть, это они все продали, я думаю, а вторая часть, это ж, судя по видео Стасу, достаточно коррупционная история, потому что везде, где они не печатали паспорта, включая там президента, я не помню, Африки, офшорные счета и все на свете. Поэтому им сейчас приклеят и эту процедуру, я не сомневаюсь. Я здесь не претендую на эксперта выбора, мне просто интересно развитие дальше с этой компанией, если это кошелек Лукашенко, как люди, которые вводят санкции, устраивают все это движение, это ж не только опасность для белорусов, это может быть опасность абсолютно для любого государства. Если вы уже воюете с тем миром, и они в открытую говорят, что вы для них враги, мы будем рубать там Сувалский коридор, нападем на Польшу, там Соловьев недавно рассчитывал, за сколько Германия от скольки бомб превратится в пустыню. То есть такие компании, которые имеют твои личные данные, принадлежат кошелькам диктаторов, которые воюют с вашими странами. Вот я бы думал о развитии этого процесса, что будет дальше с этой компанией, что Европа на основании этих данных будет делать. Да, Рамонак піша, ніводная краіна не прызнае гэты пашпарт, імітацыі працы завяла ў горшы бок. Ведаеце, я вот читаючы гэты каментар прыгадаў, як у аднаго чалавека, не буду называць яго імя, і так добра ўсе памятаюць, ну хто захоча пагугліць, бо ён зараз у Беларусі застаецца некалькі у 18-м, здаецца, годзе ці ў 17-м нарадзілася ідэя паставіць на народныя грошы помнік Тадеушу Касцюшку, і все вакол бегалі і крычалі, што гэта немагчыма. Уласная такая ініцыятыва народная, яе вырабіць, зрабіць, прабіць немагчыма, а людзі взялі і зрабілі. І помнік зараз Тадеушу Касцюшку стаіць. Таму как бы загадзя казаць, што нічога... Змитцер, в любом случае, вы же понимаете, гораздо проще абсолютно ничего не делать, тогда тебя вообще не будут критиковать. Я же мог тоже вчера не записывать видео про это, и, условно говоря, много бы людей чувствовали себя достаточно спокойно и не записывало бы мне огромное количество видео. То же самое здесь. Моя личная позиция, я не верю в этот паспорт, в его возможность существования, потому что, ну, таких аналогов в мире нет. Ну, в мире когда-то люди и в космос не летали, а потом оказывается, что в космос можно летать, и все технологии туда идут. И выборов таких, как сейчас были в КС, никто в мире никогда не проводил в условиях репрессий, дистанционно, в другой стране, с разными страхами, под каким-то новым софтом. Все познается впервые. Критикуется только ровно то и тот, кто что-то делает. С одной стороны, это правильно, это стимулирует сделать лучше, но с другой стороны, гораздо лучше критиковать, когда ты сделал условно эту башню, Вася сделал эту башню, и вы критикуете друг друга, у кого она лучше. А когда ты просто сидишь в зубах, ковыряешься и штампуешь миллион комментариев, что все козлы, все сволочи и все вообще продажные, и на кого ты работаешь, то они не понимают, что к ним люди, которые делают, будут точно так же относиться. Вот это... Так я думаю. Цалком я згодны. Не верю в идею, но я никогда не говорил против, потому что, ну, делают люди, ну, пусть делают. Если у них есть шанс 1 из миллиона, что это получится, то потом обязательно расскажут, что плохо, что это получилось только для тех, кто в Польше, и неважно. Или только плохо, что это для Евросоюза, а я с вашим паспортом не могу в Австралию поехать. Вы вообще все сволочи, продажные и тому подобное. Не получится, их и так клюют уже год, что у них не получится. Им от этого будет не холодно, не жарко, я думаю. Ну, па шчырасці скажу, і холодна, і горача, калі размаўляеш па-за межамі эфіра, дзе тут падчас эфіра там могуць, там гэта кажуць,
расправлять плечи и говорить: да мы все одно, нягледзячы ни на что, нам там вот неважно, это вот всякие крытыка, не крытыка, але вот такое ганебное стаўленне, а потым кажуць: ну ты ж разумееш, что все мы люди, все мы чалавекі, і все ж таки гэта закранае і б'е, часам можа быть нават змяншае жаданне нешта рабіць. Давай на заканчэнне мы про прыемнае, про прапаганду твою любимую паговорым. Ты узгадаў про тое, як вот Лукашенко адразу возбудзіўся, як толькі пайшла размова про выборы. А я ведаю, что ты сачыў за рэакцыяй лукашэнкаўскай прапаганды. Спадабалася, вот як яна адрэагавала? На что, на выборы? Да, на выборы, может быть, на тое, что ты рабіў, на дэбаты, на людей. Вот як ты бачыў их реакцию на все это? Я могу сказать точно, что ни один белорус не смотрит столько эфиров белорусской оппозиции, сколько пропаганда, потому что у них нарезки идут со всех, они контролируют каждое слово, каждый взгляд, где кто что сказал. Они просто самые реальные фанатики всего белорусского оппозиционного ютуба. Но то, что их разрывало, это, по-моему, заметили все белорусы. Ну, конечно, не все ходят, но они просто жили этими выборами даже больше, чем белорусы. Первые, скажем, за 2 дня до выборов у них все было забито, начиная от угроз, заканчивая каким-то троллингом, а первый день у них все утро вышло, прямо они счастливые, DOS-атака, да вы все врете, какой VPN, да вы все врете, ха-ха-ха, и заканчивается: всех посадим, всех убьем. Ну все, они жили, а потом, видать, когда я выпустил пост, надо, кстати, сравнить, я к обеду написал, что вы там все с ума сошли, мы не можем про выборы ничего не написать, все пропаганда пишет. Они резко перестали писать. Потом так, раз в 4 поста. Ну, все равно они жили этими выборами. Теперь, в принципе, вы сейчас посмотрите, я не хочу никого обидеть, но пропаганда абсолютно одинаково пишет про результаты выборов, как и те, скажем, ярые противники этих выборов. Просто идеально. Я пытался найти даже несколько постов и замучить белорусов, показать, смотрите, насколько они совпадают в выводах. Вот. Ну, потом покажу. Так, у нас больш 1000 зараз гледачоў, таму я карыстаюся момантам, нагадаю усім, для каго гэта бяспечна. Подписывайтеся на YouTube канал Балаганов Александра Рыкова, больш вядомага як Балаганова. Тым больш, што вось ён уже анансаваў, і вы будете мець магчымасць сёння, вось учора паслухали у нас, а сёння паслухаеце у Александра размову с былой уже, атрымліваецца, старшынькай выбарчай камісіі Аленай Прыходько. Назаўтра ён анансаваў у сябе Змітра Шчыгельска. А я, дарэчы, магу анансаваць, у нас заўтра в эфіры будзе шэры кардынал каардынацыйнай рады Іван Краўцоў. Таксама рыхтуйце пытанні, будзе шмат цікавага. Ну і, безумоўна, подписывайтеся, расшэрвайце, пішыце свае каментары. На завершение, Александр, у тебя будет, мне до тебе пытанне агульное. Лукашенко учора собрал там своих пропагандистов, ну и перед ими там выступал и нават покритиковал, асабліва там вядоўцаў аўтарскіх программ. Ён, правда, не называл имёны. И як ты думаешь, за что? За тое, что яны вельмі там не азіраючыся нападаюць на Украину, крытыкуюць нешта там, вот закидываюць ёй там этой Украине. А по Лукашенко это ж наши суседи, нам же з імі жить, нам же з імі адносіны хорошие яшчэ налаживать. Вот. Далее он протягивая, это ж там вот эти вот разные нацисты, фашисты, бандеровцы у этих украинских СМИ, вот всякие там Балагановы, яны там вот фигню розную несуть. Там им-то, конечно, можно сказать, вот как Грыша любит, но это ж глядят и звычайные украинцы, и им это не подобается. И, заўваж, Лукашенко каже, и яны так кажуть, вот за что ж батька нас так? Скажи мне, по-першае, украінцы сапраўды вот Лукашенко бацькай называюць, по-першае, а по-другое,
украінцы уже не памятаюць, за што яшчэ Лукашенко можна не любіць апроч прапаганды. Ну, во-первых, такими заявлениями, может быть, он хотел понравиться каким-то жителям Украины, но он совершенно ошибся, потому что Украина вообще не смотрит, что касается пропаганды Беларуси, кроме тех нарезок, когда Озаренок появляется в эфире. Больше ни одного персонажа из белорусской пропаганды я вообще в медиапространстве Украины не видел, потому что уже Украина четкая ассоциация Озаренок, Лукашенко, все. Ну так построен взгляд Украины на власть в Беларуси. А то, что он своим рассказывает, пытается, наверное, показаться добрым. Но я уверен, камеры выключились, он сказал фас, рассказывает, что там одни плохие люди. Вчера же и Путин под эту дудку начал петь. Вот если бы Лукашенко возглавлял вооруженные силы Украины, уже бы давно война закончилась, и мы бы нашли общий язык. Кому он это рассказывает? Чтобы украинская армия вдруг полюбила диктатора, да, она первая готова его будет разорвать. Ну ён можа быць меў на увазе, што калі б вот быў такі генералісімус на чале узброеных сілаў Украіны, то уже бы УСУ перамаглі б Расію і уже б капітуліраваў бы Кремль, і ўсё. Там же гений. Это точно. Всесторонний. У меня есть нарезка, где он кто-то из белорусов прислал, за 20 секунд перечисляет, по-моему, то ли 17, то ли 18 профессий, кем он был. Уникальный персонаж у вас, уникальный. Ну да, он, оказывается, я гэтага не ведаў, а оказывается, он еще был гениальным поэтом. Вот, ну где ж тут его невестке зараз отставать от тестята? Вот она и старается. Нет, для нас, для всей страны, я думаю, и для вас, для нормальных белорусов свободных, это два персонажа, которые должны быть в тюрьме, и ты понимаешь, что в 21 веке все оказывается очень сложно. И вроде как мир должен их наказать, а он ничего сделать не может. Придумали мировые правила игры, чтобы все жили в мире и в спокойствии. А когда диктаторы крепнут, они могут мучить весь мир, и им за это ничего не будет. Вот это большая беда. Как мир с этим справится, я пока сложно вижу. Ну, хотя Макрон вчера удивил. Думаю, что пропаганду России разорвал. Они тельняшки сейчас все на себе рвут. Соловьев вообще там сошел с ума. Сегодня Польша заявила: применяйте наше оружие по скоплению врага на территории РФ. Я так думаю, либо все нагнетается, либо все будет эскалироваться. Посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, надо помогать всем добровольцам, всем ВСУ, начиная от гаечных ключей, которые просят инженеры и механики, заканчивая дронами, не знаю, генераторами, маскировочными сетками и медициной. Вот мне там белорусы сегодня из одного подразделения сбросили там помочь с медициной. Вот сейчас будем заниматься еще им медициной. Но они не медиапубличные, вот, но это тоже белорусы. И они тоже в интернациональном легионе. Но просят помочь. Надо помочь. Поможем. Да, безумоўна, трэба дапамагаць любымі сродкамі. Дарэчы, вось у нас у эфіры быў беларускі добраахвотнік учора под пазыўным пан Зубр, і сярод іншага ён сказаў, што ну вот чаму по беларускім прадпрымальнікам, бізнесменам, людзям, у якіх ёсць грошы, не стварыць прадпрыемства по вырабе дронаў. І гэта была падтрымка с аднаго боку, бо дронаў просто не хапае тэхнічна, па-другое, ну как бы і такая вось магчымасць беларусаў таксама дапамагчы ўкраіне. І я задаў гэтае пытанне прадстаўніцы асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой Марыне Герын, і она сказала: а у меня есть информация, что вось как акурат таки один беларускі прадпрымальнік і зараз займаецца тым, что робіць такі вот цех, стварае такі міні-заводик по вырабе дронов, так что у хуткім часе, спадзяюся, з'явятся. Я тогда чуть-чуть вам добавлю, чтобы вы владели больше информацией. В Польше уже есть два предприятия, которыми владеют, назовем так, белорусы, которые производят дроны.
И одному из них я пообещал завтра сбросить спецификацию характеристик тех дронов, что мы купили. Потому что те, что они сделали, отправили на дрон, уже эти спецификации устарели. Вот. Сейчас я им покажу, на что Ваеры сейчас обращают внимание, что надо переделать. Так что белорусы по чуть-чуть начинают открывать производство дронов в Польше. Пусть у них все получится, пусть найдутся другие предприниматели, которые могут им оказать содействие финансовое, потому что в любом случае комплектующие они стоят денег, и от этого никуда не деться. Пусть поставляют и белорусам, и ВСУ больше дронов, больше спасенных жизней воинов. Больш дронаў, менш маскальскіх акупантаў. Дзякуй вялікі, Александр. Я ведаю, што спяшаешся. Калі хочаш, можаш сам што-небудзь ад сябе сказаць, звяртаючыся там да беларусаў, да украінцаў, да палякаў. Да я всегда живу и верю, что хороших людей больше. Все. Вот это мое единственное. А так я ко всем людям отношусь с уважением, несмотря на их взгляды, кроме 2 диктаторов на планете Земля, которым я желаю, чтобы они побыстрее отправились к Кобзону. И просто всем хорошего дня, Украине и воинам всем оставаться живыми, пусть все будет хорошо. Меньше горя. Дзякуй Больше вялікі. побед. Цалкам згодны, падтрымліваю. Слава Украіне, жыве Беларусь. Живи вечно, героям слава. До свидания.